Здравствуйте, в эфире новости спорта, в студии Власий Сергеев. Россиянин Данил Медведев проиграл первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу в четвертом круге Australian Open первого в сезоне турнира серии «Большого шлема». Медведев, посеянный под 15-м номером, уступил сербу со счетом 4-6, 7-6, 2-6 и 3-6. Матч продолжался 3 часа и 16 минут. До этого Джокович и Медведев встречались дважды, в обоих случаях сильнее был серб. Медведев вышел в 1/8 финала открытого чемпионата Австралии впервые в карьере. Джокович побеждал на турнире 6 раз. В четвертьфинале сербский теннисист сыграет с японцем Кеем Нисикори. Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. «Спартак» обыграл Ростов со счетом 2-1 в первом матче турнира «Фонбет Кубок Матч Премьер», который проходит в Катаре. У победителей забитыми мячами отметились Луис Адриано и Денис Глушаков. У проигравших отличился Видар Кьяртонсон. «Спартак» набрал 3 очка и возглавил таблицу турнира. В следующем матче красно-белые 25 января сыграют с петербургским «Зенитом». В тот же день Ростов встретится с московским «Локомотивом». В Кубке принимают участие 4 команды из российской премьер-лиги: «Зенит», «Спартак», «Локомотив» и «Ростов». Турнир завершится 29 января. Российский футбольный клуб «Зенит» готов продать аргентинского полузащитника Леандро Паредеса в клуб ПСЖ из Франции за сумму не менее 35 миллионов евро. Об этом сообщает газета «Le Parisien». Ранее сообщалось, что аргентинец достиг соглашения с ПСЖ по условиям личного контракта сроком на 4,5 года. Паредес перешел в «Зенит» из итальянской «Ромы» в июле 2017 года. В составе петербургского клуба футболист провел 61 матч, забил 9 голов и сделал 8 результативных передач. Флорида одержала победу над Сан-Хосе со счетом 6-2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Российский нападающий хозяев льда Евгений Додонов записал на свой счет 2 результативные передачи. В составе победителей шайбы забросили Аарон Экблад, Майк Матесон, Кит Яндл, Винсент Трочек, Фрэнк Ватрана и Ник Бьюкстад. У гостей голами отметились Логан Кутюр и Тимо Майер. В турнирной таблице Восточной конференции Флорида занимает 12 место, набрав в 48 матчах 48 очков. Сан-Хосе 63 очками после 51 игры расположился на 3-й строчке Западной конференции. Московский «Спартак» одержал победу над нижегородским «Торпедо» со счетом 6-1 в домашнем матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. В составе победителей шайбы забросили Робин Ганзел, Артем Федоров, Александр Осипов, Евгений Кулик, Анатолий Никонцев и Максим Трунев. У проигравших отличился Эндрю Кейлов. «Спартак» занимает 6-е место в Западной конференции, набрав 59 очков после 52 матчей. «Торпедо» идет 7-м на Востоке, имея в активе 53 пункта после 51 встречи. В следующем матче «Спартак» сыграет дома с череповецкой «Северсталью». «Торпедо» на выезде встретится с подольским «Витязем». Обе встречи пройдут 23 января. Международная ассоциация легкоатлетических федераций одобрила заявки чемпионки мира и Европы в прыжках в высоту Марии Лосицкене и чемпиона мира в беге на 110 метров Сергея Шубенкова на допуск к международным соревнованиям в нейтральном статусе в 2019 году. Об этом сообщает ТАСС. Всего организация одобрила 42 заявки российских спортсменов. Напомню, Совет ассоциации 4 декабря прошлого года принял решение не восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации из-за невыполнения 2 критериев дорожной карты. Это решение означает, что российские легкоатлеты на международных стартах могут выступать только в нейтральном статусе. На полюсе холода еще один экстремальный турист. Итальянец Паоло Вентурини, второй человек, который пробежал 40 километров в 50-градусные морозы. Напомню, в этом году в Аймекане молдаванин Дмитрий Волошин совершил благотворительный забег при температуре минус 60 градусов. Подробнее в материале наших коллег. Итальянец Паоло Вентурини стартует с села Тамтор. Температура воздуха сейчас минус 50 градусов. Ему предстоит нелегкая задача пробежать до Аймекона. Съемочная группа создателей документального кинопроекта «Монстр Мороз» следят за марафонцем. Паоло Вентурини постоянно отслеживают каждый километр. Итальянец в одном темпе со скоростью 10 км в час движется вперед. Защитная маска на лице спортсмена буквально через 4-5 километров покрылась инеем. Марафонца сопровождают сотрудники МЧС Республики, медики, съемочная группа. С помощью рации съемочная группа поддерживает постоянную связь с сопровождением. Mi raccomando, telefono in orizzontale. Grazie, Olga, gentilissima. Passo. Пробежав половину дистанции за 2 часа, итальянец-экстремал чуть расслабляется, на ходу пьет воду и выжимает из себя спортивный пар. Во время сложного испытания человеку нужно выпустить негативный пар.
Сконцентрированно идущий к цели человек набирает энергию, чтобы идти дальше. Это часть рывка, часть соревнований. При такой низкой температуре ощущается острая нехватка кислорода. Становится трудно дышать даже при ходьбе, а здесь забег. Однако 53-летний спортсмен не снижал скорость и за 4 часа пробежал намеченную дистанцию. Он финишировал у стелы «Полюс холода», где его с восхищением встретили жители. Thank you very much, Yakutia. Thank you. Thank you very much. Спасибо. Tutte e due sono molto estreme e Чтобы бегать в морозы, важно дыхание. Надо понимать, как правильно дышать. Это экстремальная ситуация. Повторять такое неподготовленным людям не советую. non è seguito. Проект итальянского полицейского вызвал неподдельный интерес не только у ямиконцев. В России и Италии, да и в других странах следят за ходом событий. Артур Старостин, Светлана Поцелуева, Аймиконский район. Якутские борцы должны попасть в число лидеров в своих весовых категориях на предстоящем международном турнире Гран-при Иван Ярыгин. Такое мнение высказал главный тренер сборной команды республики по вольной борьбе Владимир Кириллин. Напомню, турнир пройдет в Красноярске с 24 по 27 января. Гран-при Ивана Ярыгина – это большой турнир, возможно, один из самых сильных по составу и масштабу международный турнир в календарном плане Объединенного мира борьбы. Это не только рейтинговое соревнование, по его итогам также формируется сборная команда страны для участия на чемпионате Европы и Кубке мира, который пройдет в Якутске. Так что задача наших борцов – войти в число лидеров в своих весовых категориях, закрепиться в сборной и проявить себя там, сказал Кириллин. Это были новости спорта. Всего доброго!